мы имеем значит, герои исторические песни или которые называют песни, на самом деле они сказания. Вот. О том, что они сказания, говорят и сами сказители, или то есть сказыватели, или сказываются вместе с сопровождением музыкальным, или дечка-пандер, или кир-пандер. Значит, вот в основном или имеют тематику воинскую, то есть герои воюют с неприятелями, значит, сражаются, отстаивают интересы села, защищают сирот, вдов и действуют ради них, в пользу них. Вот. Они воюют с насильниками, с князьями, с генералами и так далее. Вот. Песня, которая сегодня нами избрана, вот, Вамам Гер Или, то есть это песня об одиноком пастухе. Герга здесь имеется в виду округлый сирота. Вот Герга Или. Он, значит, без отца, он, значит, занимается мирным трудом, он пасет овец, и он, значит, вот то, что именно, значит, герой, который занимается таким праведным трудом, стал героем песни Или, это очень примечательно. В этом ключе эта песня является особенной. Она ценна нам именно содержательной стороной. То, что это социально-бытовая песня. Не о самом, там, не воинская, а именно бытовая. В этой песне очень много этнографических деталей. Когда мы, значит, внимательно читаем эту песню, обнаруживаем удивительно интересные вещи этнографические, которые на первый взгляд незаметны. В частности, вот он пасет овец в горах, условия гор. Описывается время, когда непогода. И вот Йочин, Яхил, Энумаш, Базбел. В эту непогоду, значит, непогода удлинилась, как бы, вот так, значит, описывается. И от сырости, от дождя, мелкого дождя, значит, накидка, пастушья накидка шерстяная, она отяжелела. В то же время для овец стала тяжелой их шерсть. Энумаш возбил, детиш нашей возбил. Вот так мы находим такие описания. И вот пастух загоняет свою отару в пещеру, и действия его, они уникально интересны. Он, значит, ставит пастушью палку, свою накидку на эту палку, и еще рядом ставит ружье. Казалось бы, вот логично было бы, чтобы пастух занес свою накидку, высушил ее, а он оставляет ее на улице, оставляет ее под дождем, и вдобавок еще и свое ружье тоже оставляет, мажет на этом непогоде. И когда вот мы начали заниматься специальным исследованием вот этой этнографической интересной детали, выяснилось следующее, что он не просто оставил накидку с палкой пастушей на улице вместе, а это, оказывается, оберег от того, чтобы, если волк, значит, украдет овцу, чтобы остальные овцы не бежали за этим волком. Они имеют такое обыкновение. И волк, преследуемый овцы, он убивает по одной, и весь путь его, значит, усеян трупами овец, которые он хватает и убивает. Они бегут за ним, понимаете? Вот, но если вот поставить палку с накидкой человеческим видом, как бы, да, вот, овцы уже не бегут. И поэтому вот такая этнографическая деталь. Следующая такая деталь, которая нас привлекла внимание, это то, что он оставил ружье на дожде. Оказывается, запах жженого металла, который вот в эту непогоду на многие километры распространяется. И волки ощущают этот запах жженого металла, и они туда не идут, они чувствуют опасность. Значит, пастух видит сон,
И этот сон бывает пророческим, значит, и он отправляется, значит, к Инси Иросха, Бог, вот такой есть древний старец, который гадает на лопатке, и он с помощью этого старца выясняет в будущем, что произойдет, готовится к этому будущему, вот, отражает атаки своих врагов. Но опять-таки я хотел бы сказать, что военные события или военные действия не играют главной роли в этой песне. В этом и особенность этой песни. Она для нас примечательна, она для нас очень важна. Чтобы у нас были такие песни, в которых внимание сосредоточено не на военных событиях, не на битве там, и так далее, а сосредоточено на социально-бытовых мотивах действий героев, где показан пастушеский труд, где рассказаны этнографические детали его действий, событий и так далее. Это очень важная песня, поэтому она нам выбрана как объект нематериального культурного наследия. Спасибо.